Камбожаб Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 5. Население Лхасы. Продолжаем 7 рассказ 5 главы «Общие замечания». Часть 27. Бедность и отсутствие общественного презрения развили в стране огромное число нищих самых различных возрастов обоего пола. Часто попрошайничество сопровождается чтением молитв или пением с игрой на двухструнной скрипке, пляской малышей и тому прочее. Особенно назойливыми являются могильщики, донцхонпа, люди, которые относят трупы на съедение собакам в городах или птицам в монастырях. Они ходят толпами и упрашивают с громким хоровым криком, сопровождаемым по временам страшно жутким визгом. В случае подачи малого количества цампы или денег они отказываются брать. Но если их прогнать, то при уходе не стесняются выругаться и погрозить намеком, что хорошую расправу сделают они с телом скряги после его смерти. Это, конечно, неприятно действует на иных людей, не менее нахальными, но не связанными известным отношением к жителям после смерти являются нищие преступники. Эти, лишенные тех или иных органов и частей тела, как-то глаз, носов, кистей рук, закованные в вечные кандалы и колодки по судебному приговору, обыкновенно ходят также небольшими группами и при малейшем недосмотре хозяев крадут все, что плохо лежит. В семейной жизни у тибетцев существуют, между прочим, полиандрия и полигамия. При этом нам довелось только узнать, что женитьба нескольких братьев на одной и выход нескольких сестер за одного считается идеалом родственных отношений. К этому добавим, что даже во временных связях с женщиной братья имеют одну любовницу и несколько сестер одного любовника. Простой народ Тибета очень нечистоплотен, и одежда их изобилует вшами. Тибетец не стесняется в присутствии других отыскивать их в одежде своей и давить их зубами. Когда смотришь на такую сцену, то кажется, что они съедают их. Не раз я видел, как женщина, отыскав вошь в волосах другой, передавала ее собственниц, которая клала ее в рот. По-видимому, давить зубами чужую вошь считается неудобным. Ведь нельзя же предположить, чтобы вошь представляла такое лакомство, что исключительное право на раздавливание ее зубами принадлежит обладателю ея. Монахи в силу религиозного учения избегают непосредственного убиения насекомых своего платья, но поймав их, бросают на землю или на пол, так что гость монашеской квартиры не гарантирован от унесения с собой пристающих к его платью назойливых насекомых. Во время обычных долгих и монотонных богослужений в храмах в задних рядах сидящих монахов можно видеть черномазых малышей, которые, добыв из-под платья насекомые и оглядываясь на строгих блюстителей порядка, ловят удобный момент, чтобы положить в рот пойманное насекомое. Малыши эти очень напоминают обезьян. И действительно, это сходство заставляет ныне обратиться к легенде о происхождении тибетцев. Легенде, которая на тибетский взгляд оправдывает эту современную некрасивую манеру уничтожения насекомых. Эта легенда, как известно, приписывает происхождение тибетского народа связи обезьяны с женским духом Якша. Потомство появилось похожим на обезьяну. К нему принадлежат все цари Тибета и вообще благородные сословия, покровительствующие и покровительствовавшие ламаизму. Поэтому всякий тибетец
не гнушается давить в своем рту насекомые, отысканные на своем теле, ведь это признак благородного, благочестивого происхождения. Рассказ 8 4 главы. Секты. Ввиду особенного положения, какое занимает в Лхасе и в Тибете духовенство, не лишним будет сказать несколько слов о буддийских сектах в Тибете. Туземное население по вероисповеданию почти все буддисты, и притом самых различных сект, появившихся уже на туземной почве. Первоначальное введение буддизма, как известно, религиозно-философского учения, относится к 7 столетию по Рождеству Христова. В 8 столетии главным проповедником его называют Падмасамбхаву. Но его проповедь придавала преобладающее значение мистики, по-видимому, была очень близка к первобытной народной религии. Распространившись по Центральному Тибету, это учение стало подвергаться различным изменениям благодаря нововведениям и влиянию более или менее знаменитых проповедников при сильной обособленности общественной жизни во время удельной системы. Ни одно вероучение не могло охватить всей страны, что послужило причиной развития и сохранения разных сект посредством введения тех или других учений. Таких сект насчитывают до 18, но мы упоминаем здесь только о главнейших из них, так как мы лично имели дело почти исключительно с представителями господствующей секты Галукпа. Первоначальная туземная религия была бонская, по-тибетски Бонпа или Бонпо, которая сходна с древней религией монголов, шаманством, по-монгольски Бо. С введением буддизма она была отнесена на окраины, и в настоящее время один бонский монастырь, ближайший к Лхасе, находится в верховьях долины Пэнбо. Буддийские секты делятся на 2 большие группы, которые принято называть в нашей литературе красношапочной и желтошапочной. Первая группа имеет общее определение нинма, то есть старой, и в свою очередь делится на много отделов. Самыми крупными представителями коих считается Сакья, главный монастырь, который находится к западу от Дашилхунбо, Каргьюдба, Нинмаба, Брихунба или Дихунба и другие. Последняя господствует в восточной части провинции Уй и имеет своего перерожденца. Вторая группа, называемая иначе еще Сарба, то есть новая, имеет своим главным представителем секту Галукпа, основателем коей был не раз упоминавший выше Дзамхава. К этой секте принадлежит главнейший монастырь около Лхасы, Дзанский монастырь Дашилхунбо и много мелких. Она является господствующей не только в Тибете, но и в других ламаистских странах. Не входя в разбор тонкостей, отличий этих старых и новых сект, мы скажем, что духовенство первых может вступать даже в открытый брак, тогда как монах Галукпа должен вести безбрачную жизнь. Кроме того, должно заметить, что при существовании всех этих подразделений не только простой народ, но и само духовенство питает одинаковое религиозное чувство к жрецам других сект. Конец 27 части. Далее глава 6. Жизнь Лхасы. Продолжение следует.